Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: чего не видите, чего не замечаете. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, чего не вижу, чего не замечаю. Я выбираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, сплошные какие-то перекрестки. Перекрестки, выбор, шанс, возможность. Ох, петляете вы по жизни, ох, петляете. Мои хорошие, вот основная проблема, я бы так сказала, да, вот основной этот стол проблем, он заключается в выборе, который вам предоставляется, но кое вы не замечаете. Вот просто не замечаете. Вы вот, то ли по каким-то протоптанным дорожкам ходите, то ли вы как бы следуете за другими людьми, да? То есть вы не стараетесь, либо не пытаетесь, никаких усилий не прилагаете для того, чтобы искать вариабельность. То есть она есть, она присутствует, есть разные варианты, есть разные возможности, но вы их, не то чтобы даже не видите, вы даже и не подозреваете, что они существуют. Все ваши проблемы, все, львиная часть ваших проблем вытекает именно из этой ситуации. Понимаете, нет попытки переиграть, пересмотреть, попробовать с другой стороны зайти. Вы этого не делаете. Либо вы не знаете, что так возможно, либо в принципе, да, под воздействием общества, да, среды, где вы находитесь, вы привыкли делать как все. Всем плохо, и вам плохо. Всем хорошо, и вам хорошо. Понимаете, вы человечек-то особенный человечек с такой светлой, доброй душой, человечек, которого любят ангелы, высшие силы вас очень любят. И вам, как никому другому, даются эти варианты, даются эти возможности. Но вы их в упор не видите, не замечаете. Вот так голову человек наклонил и идет под ноги смотрит, и все. А то, что там справа-слева, вы не видите. Слушайте, вот просто постарайтесь сами для себя по каждому вопросу, по каждому делу поступать немножко иначе. Не так, как привыкли, не так, как всегда, не так, как там, не знаю, мама, папа, соседка, подружка, какая-нибудь коллега, да, а попробуйте обыграть эту ситуацию, либо поиграть с этой ситуацией. А какие еще есть варианты? А вот если сделать не так, а вот так, а что будет? А ну-ка я попробую, а ну-ка я рискну. Вы знаете, ваша жизнь, она начнет меняться, она начнет улучшаться, появятся краски, появятся большие перспективы, вам легче будет, легче. Плюс, смотрите, еще очень важный момент, вот чего вы не замечаете и что вам очень мешает по жизни. Ваша интуиция, она сильна, она мощна, она присутствует, понимаете, она присутствует и в вас, и в вашей жизни, но вы не привыкли себе доверять. Вы не привыкли себя слушать, прислушиваться к себе. У вас сны такие интересные. Вам постоянно знаки посылаются, там одинаковые цифры. Дежавю у вас происходит. Да? Вот где-то я уже это видела, слышала. Вот точно была в этой ситуации. Но вы считаете, что это какое-то расстройство. Говорите, как-то? Как-то? Не может быть. Да? Показалось. Нет. Люди в это не верят, и я верить не буду. Это большая ошибка, мои хорошие. Большая ошибка. Интуиция – это то, что нам помогает. Помогает избегать, например, больших опасностей. Либо получать то, что нами желаемо. Послушайте, научитесь общаться со своей интуицией. Научитесь
с ней разговаривать. В конце-то концов вы должны подружиться, вы должны стать лучшими друзьями. И тогда жизнь станет и веселее, и проще, и предсказуемей. Вы очень многие вещи чувствуете. Чувствуете, ощущаете. Даже были такие моменты, когда вы для других предсказывали. Вот как вы скажете, так и происходит. Люди на вас смотрят, шарахаются, думают, ну точно, точно она волшебница. Вам об этом говорят, а вы такая, нет, вам показалось, я самая обычная женщина. Мои милые, нет, необычная. Вот что хотите мне говорите, но вы очень необычная женщина. Слушайте, ну надо же немножко меняться, поверьте. Кстати, меняться никогда не поздно. Даже если вам уже и 70, и 80, меняться никогда не поздно. Главное — это гармония. Гармония, когда вы сами с собой можете и поговорить, и обсудить, умеете себя успокоить, умеете себя раззадорить. Научитесь общаться с собой, со своей интуицией. Поверьте, это очень важно. Так, теперь давайте отойдем от вас, пойдем по вашему окружению. Кто у меня в семье в браке? Муж, возлюбленный, любовник. Да, вы считаете, что вы этого человека, ну прям знаете. Знаете все его там плюсы и минусы, все его там особые места, да, куда можно там придавить, надавить. Но это не так, мои хорошие. Вы в своем любимом человеке не замечаете его комплексов. Он очень закомплексованный человек. По крайней мере, есть пару комплексов, которые реально ему очень мешают. И когда вам кажется, что он, например, ленивый, а на самом деле он не ленивый, он в себе сомневается. Понимаете? И чтобы да, там не опозориться, не опростоволоситься, он говорит, ну нет, я лучше делать не буду. Пусть лучше меня считают ленивым, нерадивым, чем меня будут там высмеивать и пальцем в меня тыкать. Понимаете, девочки, что происходит? Вы думаете, что он нерешительный, вы думаете, что он там какой-то сверхскромный, а на самом деле нет, он просто не понимает, что нужно делать, не доходит до человека, что нужно делать какие-то серьезные поступки, шаги, да, там как-то себя проявлять. Вот, присмотритесь. Я понимаю, что любовь, она делает вас немножечко слепой, да. Вы видите этого мужчину в розовом цвете, там эти амурчики летают, там лепесточки роз раскидывают. Но поверьте, он обычный человек, обычный, со своими плюсами и минусами. И минусов у него гораздо больше, чем плюсов. Вы же почему вместе-то находитесь? Вы сильная личность, а он слабая личность. Вы все в нем пытаетесь мужчину разглядеть, такого мужика, мускулинного мужика, а он не такой. Он не такой, он дрыщ, понимаете, вот в этом плане, вот в плане энергетики. Девчоночки, снимайте эти очки, снимайте, просто поизучайте его. Ну, такой эксперимент, может быть, проведите, понаблюдайте за ним, и вы поймете, о чем я говорю. Вашего мальчика, вашего мужчину, его нужно периодически пинать. Пинать в плане каких-то слов, в плане каких-то задач. Да? Его нужно просто стимулировать на то, чтобы он раскрывался, на то, чтобы он боролся со своими комплексами, зажимами, шорами и прочей дрянью. Поверьте, это возможно. Возможно, тем более вам, вы женщина особая. Для вас эта задача, эта миссия, она выполнима. Боженька ведь все видит, все знает. Он же специально вас в пару вот так свел, да, чтобы вы друг другу помогали. Помогали, да. Так, идем дальше. Какая-то гиперопека над детьми. Дети, внуки, даже, возможно, братья и сестры. Вы, прям такая, знаете, заботливая мамашка. Простите, но это перебор. Это реально перебор. Вы так любите своих близких, вот на все, что угодно готовы. Вот прям здесь и сразу, да, вот только дай клич, вы первая побежите, и будете и спасать, и помогать, и выручать. Себя отдадите, лишь бы ваши близкие были счастливы. Это хорошо, это замечательно, это похвально. Но, мои хорошие, поймите, ваша вот эта гиперопека, ваша эта невероятной силы любовь, она ваших близких немножечко душит. Душит. Им некомфортно, когда
им везде, вот знаете, как вы что делаете? Вы берете вот там сено, подушки, да, что-то мягенькое, и стараетесь со всех сторон вашего, например, ребеночка, да, обложить. А вдруг упадет, а вдруг вправо, а вдруг влево, а вдруг он там подпрыгнет, случайно звездочку головой заденет, будет больно. Понимаете, вот в какую-то, как теплицу вы детку свою посадили, а детке там тесно. Детка хочет жить своей жизнью, своими интересами, пробовать, все пробовать на вкус, да, своим опытом богатеть. Вот что хочет ваша детка, да, либо ваш близкий человек, кого вы так сильно опекаете. Поверьте, никто вас не упрекнет, что вы не заботитесь и не любите. Наоборот, вам спасибо скажут, если вы немножечко свои объятия, вот эти объятия любви ослабите. Почему у вас такие конфликты? Почему вы никак не можете договориться в семье? Да потому что вы их душите. Но это неправильно, мои хорошие. Я понимаю, что любая из вас сейчас сидит и говорит: ох, если бы обо мне так заботились, я бы была счастлива. Да не были бы вы счастливы. Вы бы тоже искали вот эту лазейку к свободе. Доверяйте своим близким. Ну не такие же они глупенькие. Ну правда, они же ваши близкие, кровь от крови. Девочки. Вы умненькая, и они умненькие. Вы смекалистые, и они смекалистые. Но ваши же гены передалось, девочки. Не душите так своих деток, либо своих любимых, близких людей. Это в корне неправильно. Поверьте, ну просто попытайтесь. Доверьтесь им, доверьтесь, они вас приятно удивят. У вас и отношения наладятся, и конфликтовать вы не будете. Попробуйте. Так, идем дальше. Работа, рабочие вопросы. Ну вот смотрите, что вижу я. Прям картиночка идет. Лошадка тащит полную повозку в гору, надрывается, устает, а там вместо награды ее ждет еще больший груз. Да? Либо лошадку заставляют отчитываться, почему так медленно, либо почему все скопом не привезла. Вы простите за такое сравнение, это просто мое видение, да, вот как мне показывают информацию о вас. Вы ишачите, батрачите, в рабстве как будто бы находитесь у своей работы, да, либо у человека, на кого вы работаете. 50% это наглость того, кто вами пользуется, другие 50% это ваша, опять же таки, да, гиперответственность. Вы такой человечек, ну, вам на себя надо работать, понимаете, на себя. Вы, когда работаете, вы вкладываетесь на все, ну, не знаю, 1000%, вот целиком. Полное поглощение, полное включение. И так, что даже не на 5, я не знаю, там 5 там, в какой-то степени, да, там, с огромным количеством плюсов. Мои хорошие, это замечательно, это хорошо, вы мастер, вы профессионал, вы очень ответственный человек. Но поверьте, во-первых, идеала в природе не существует, это в принципе невозможно. Ну и во-вторых, понимаете, это не ценят. Такую работу, да, либо такую отдачу, ее на самом деле не ценят, ее боятся. Боятся. То есть даже ваш начальник, когда он смотрит на вас, у него там противоречия, да, типа молодец, батрач дальше, а с другой стороны он думает: ох, а вдруг она меня переплюнет, а вдруг она то мое место займет. Вот увидят люди, что она работает лучше всех, и меня турнут, а ее поставят. Вот. Не любят тех, кто старается, не любят тех, кто себя полностью посвящает работе. У вас 2 пути. Либо работать как все, сбавить обороты и попроще относиться к тому делу, либо к той работе, которой вы занимаетесь. Либо заниматься собственным бизнесом. Что-то делать самостоятельно и для себя. А здесь другой альтернативы, к сожалению, нет. В какой бы коллектив вы ни попали, какую бы работу вы на себя не взяли, вы всегда будете белой вороной. Та, кто отличается от других. Та, кто лучше всех работает, лучше всех знает. Самый профессионал из профессионалов. Все. И ваши коллеги, какими они там душеньками не были, хорошими, добрыми людьми, они все будут ходить, и внутри их будет сжирать зависть и страх. Зависть и страх. Потому что на вашем фоне они будут выглядеть очень плохо. Если вы будете работать сами на себя, отличный вариант, но опять же есть но.
Вы можете полностью перейти в мир бизнеса, в мир работы, забыть о себе, забыть о своих интересах, там, не спать, не есть, а просто работать. 24/7, все, запряглась, поехала. Девочки, всех денег мира не заработаешь. Это просто аксиома. Следующий момент. Вы же для чего работаете? Чтобы были денежки, чтобы жизнь была легче и комфортнее, чтобы можно себе было больше позволять, да, больше радости позволять. Но когда вы работаете 24/7, у вас есть время на радости? Нет. Ну, зачем? Тогда спрашивается, зачем? Зачем себя расходовать и убивать, если у вас не остается никакого времени, и уж тем более сил на то, чтобы получать радости? Надо немножечко, девочки, планировать свою жизнь. Да? Где я работаю, где я отдыхаю, где я с семьей, где я там чем-то занимаюсь важным, нужным, полезным. Вот тогда все будет хорошо. Хорошо. Еще раз говорю, не гонитесь за идеалами. Не пытайтесь никому ничего доказывать. Все равно не увидят, все равно не поймут. Вот. А что касается собственного дела, поймите, еще такой фактор есть, как конкуренция. Конкуренция. Она есть, была и будет. Вот сколько мир стоит, столько и будет. Есть люди, которые выбирают свой путь, они им идут, они его протаптывают, там, знаете, как с нуля все выстраивают. Они молодцы. Но есть такие же, скажем так, паразиты, которые пиявки, да, которые не хотят думать, ничего не умеют, оно там бездарное, никчемное. Вот они ходят там и присматривают, кто что делает, кто чем занимается. Вот. И начинают там воровать, начинают повторять, начинают вот как бы этим всем заниматься. Вот. Вы этого просто не перенесете. Вы не перенесете такую нечестную конкуренцию. Вы все принимаете близко к сердцу. Вот. Здесь тоже нужно поработать. Потому что вижу, здесь кто-то работает на себя, страдает от такой вот нечестной конкуренции. У вас прям руки даже иногда опускаются, но вы все равно работаете, вы все равно продолжаете, хотя и очень как-то обидно, неприятно. Нет, как стимул теряется, да, стимул теряется, удовольствие от своего труда теряется. Вот, не обращайте вы внимания, все равно вы вне конкуренции. Вот, нужно принимать меры разные бывают, просто надо поискать. Вот. То, что делаете вы, повторить в принципе невозможно, это уникально. Вы в свою работу душой вкладываетесь, ну кто еще так будет делать? Да никто не будет делать. Поэтому, мои хорошие, вам нужно научиться к работе относиться более прохладно, более спокойно и все-таки не выкладываться прям на все 100. Да? Разделите. Вот свою энергетику возьмите и разделите. Вот на работу я там даю, допустим, 40%, на личную жизнь я даю, там, пусть будет 50% и 10% на какие-то свои интересы. Ну, личную жизнь я имею в виду, там, семья, близкие и все дела. Вот, тогда вам будет гораздо проще. Так, и еще важный момент, это для кого-то персонально идет. Есть мужчина, очень влюбленный в вас, мужчина, который готов дать вам рыбку и готов дать вам огонь. То есть мужчина готов вас обеспечить, может быть, у вас есть какие-то проблемы, он хотел бы вам помочь, у него есть сумма, которой бы он мог бы вам помочь. Плюс мужчина хотел бы с вами разделить страсть. Про любовь, честно, не вижу, но про страсть точно вижу. Вот, девочки, вы его просто не замечаете. Он ходит бедненький, аж скулит. Все никак подойти к вам не может. А возможно, в ближайшие несколько дней он к вам подойдет и будет вам предлагать. Именно будет предлагать не страсть, а помощь. Вот. Если вы хотите, если мужчина вам симпатичен, почему нет? И поможет, и полюбит, да, и будет вас развлекать, будет исполнять ваши желания. Обратите внимание, обратите. Вот, хороший человек. Нет, не обманет, не обманет. Почему со страстью идет? Ну, я так понимаю, что у него эта страсть, она уже как контролирует его тело. Вот. Может, и любит, либо полюбит. Но страсть в данный период времени, она просто все поглощает. Вот такой вот мужчина. Мои хорошие, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем пока-пока.